үкіметтік емес сектор әлеуметтік мәселелерді шешудегі және азаматтық бастамаларды жандандырудағы мемлекеттің сенімді әріптесі. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанда азаматтық форум, әлеуметтік жобалар жәрмеңкелері, бейресми кездесулер секілді әріптестіктің оң тәжірибесімен жақсы дәстүрлер қалыптасты. Соңғы 10 жыл ішінде тіркелген үкіметтік емес ұйымдар саны 3 есеге өсіп, 18 мыңды құрап отыр. Мемлекеттік әлеуметтік инвестиция көлемі 13 есеге артқан. Іске асырылған жобалардың саны 14 мыңнан астам. Жыл сайын мыңнан астам ұйымдар әлеуметтік қызметтерді атқарады. Азаматтық секторда 28 мыңнан астам адам жұмыс істейді. 2015 жылы үкіметтік емес ұйымдармен мемлекеттің өзара іс-қимылын дамыту жөніндегі 2016-2020 жылдарға арналған ұлттық жоспар қабылданды. Гранттар мен сыйақылар сияқты қаржыландырудың жаңа тетіктері енгізілді. Гранттық қаржыландыру операторы ретінде азаматтық бастамаларды қолдау орталығы құрылды. 2016 жылмен салыстырғанда 2017 жылы гранттарға бөлінген қаражат көлемі 3 есеге, ал тақырыптар саны 4 есеге көбейген. Уважаемые коллеги, отмечу приоритетные направления взаимодействия государства и НПО. Первое. Реализация совместных проектов и повышение устойчивости. В социальных проектах особенно важен учет потребностей отрасли и населения. Анализ показывает недостаточное участие центральных госорганов в реализации социальных проектов. Отдельные из них вовсе не работают с НПО в рамках госсоцзаказа. На местном уровне госсоцзаказ в основном реализует лишь управление внутренней политики либо социальной сферы. Это говорит о том, что некоторые госорганы до сих пор не осознали важности и пользы взаимодействия с НПО. На самом деле именно взаимодействие с гражданским сектором позволяет знать настроение общества и держать руку на пульсе. В свою очередь, сами НПО нередко отмечают ненадлежащее качество оказываемых ими услуг, нездоровую конкуренцию и даже демпинг за счет качества. Следует активно привлекать к партнерству бизнес. Безусловно, бизнес участвует в реализации социальной политики, но уровень недостаточен. Например, только 17% экспертов НПО позитивно оценили взаимодействие с бизнесом. Отсюда необходимость выстраивания эффективного трехстороннего сотрудничества. Именно в партнерстве с НПО бизнес мог бы раскрыть свою социальную роль. Организацию грантов для НПО от бизнеса готов взять на себя Центр поддержки гражданских инициатив. Важно организовать на местах мониторинг участия бизнеса в социальном партнерстве с НПО. Притоку новых лиц и профессионалов в гражданскую сферу будет способствовать принятый недавно закон о волонтерской деятельности. Второе. Систематизация практик деятельности НПО. В 2015 году создана база данных НПО. Это позволит знать их потенциал и возможности. Следует отметить слабую наполняемость этой базы. В ней представлены лишь 2500 организаций. В то же время гранты и премии могут получить лишь НПО, зарегистрированные в этой базе. Сегодня мы занимаемся усилением информационно-разъяснительной работы, чтобы привлечь НПО к регистрации в базе данных, и просим государственные органы, особенно на местах, активнее включиться в данный процесс. Сейчас осуществляется перевод базы данных в электронный формат. Для окончательного ее введения в действие потребуется дополнительное финансирование до 50 миллионов тенге в этом году. Работа с базой данных актуализировала проблему и бездействующих НПО, которых, по данным акиматов, насчитывается 9000. В качестве возможного решения экспертами предлагается проведение Министерством финансов добровольной амнистии этих недействующих организаций. Третье. Совершенствование механизмов системного диалога между государством и гражданским сектором. Потенциал вовлечения НПО в процесс принятия решений реализуется не в полной мере и нередко формально. Дефицит диалога проявился при проведении выборов в общественные советы. По оценкам самих НПО, недостаточная представленность активных общественных организаций, СМИ, молодежи привела к тому, что на заседаниях общественных советов не всегда поднимаются вопросы, реально волнующие население. Результаты опросов НПО свидетельствуют о недостаточном уровне
информационно-разъяснительной работы по принимаемым законодательным мерам. Об этом заявил каждый второй из числа НПО. Уважаемые коллеги, в целях решения вышеназванных задач предлагается осуществить ряд системных мер. Активнее вовлекать НПО в процесс формирования тематики проектов на основе изучения и анализа потребностей регионов, целевых групп и предложений общественных советов. Расширить тематику социальных проектов в соответствии с компетенцией госорганов. Министерством планируется разработать четкие правовые механизмы формирования, мониторинга и оценки результатов социальных проектов и стандартизации услуг НПО. Готовятся изменения в правила предоставления грантов. Предлагаем, чтобы центральные госорганы участвовали в формировании тематики и объемов финансирования. Местные исполнительные органы необходимо наделить правом грантового финансирования для региональных НПО. Для широкого вовлечения бизнес-сообщества предлагается создать трехстороннюю площадку государства, бизнеса и НПО, например, под названием АСАР. Этот форум проводить ежегодно в разных регионах страны. Устойчивость НПО в малых городах и селах видится через организацию деятельности там информационно-ресурсных центров. По мнению экспертов НПО, имеется необходимость создания в областных центрах, городах Астана, Алматы, консалтинговых центров, которые предоставляли бы широкий спектр услуг и помещения для работы НПО и инициативных граждан. В этой связи предлагается акиматам изыскать возможность предоставления пустующих помещений для открытия гражданских центров по принципу одного окна. Такой положительный опыт имеется в Костанайской области. Координация деятельности таких центров возможна со стороны Центра поддержки гражданских инициатив. В правительстве предлагаем проводить совещания с участием НПО по отраслевому принципу. И надо сказать, что определенная работа в этом направлении начата. Центральным государственным органам рекомендуется шире практиковать встречи с своими отраслевыми НПО во время поездок в регионы. Как показали встречи на местах, деятельность общественных советов нуждается в единой площадке. И в этой связи просим поддержать предложение о проведении первого республиканского мажилиса общественных советов в этом году. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, жоғарыда баяндалған соңғы азаматтық форумда талқыланған мәселелердің жиынтығы. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимылдың жаңа тетіктерін іздестіруге ұдайы көңіл аударып отырады. Бүгінгі таңда мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру, әлеуметтік аудит өткізу, жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту және тағы көптеген шараларда үкіметтік емес ұйымдардың әлеуетін толық пайдалану қажет. Осы орайда ұсыныстарымызға қолдау көрсетуді сұраймыз.